Это тема Родины, это тема любви, тема судьбы человека. Ее поэзия пронзительная своим высоким чувством патриотизма. Ее творчество ставят в один ряд с произведениями Александра Твардовского и Мустая Карима, а талант признан на самом высоком уровне. Лауреат Государственной премии РСФСР имени Максима Горького, народный поэт Кабардино-Балкарской АССР, кавалер государственных орденов. Всех регалий Танзили Зумакуловой и не перечислить. Ваш народ так почитает ее стихи, действительно, это неоценимый жемчуг. Вы это, если вы все читали ее стихи, там все видно. Ее душа на ладони. Много хочу сказать. Большое спасибо, что ингушский народ вот так вот чествует нашу славу. Спасибо вам. В 1959-м выходит ее первый поэтический сборник с красноречивым названием «Цветы на скале». Это был прорыв. Она стала первой, открывшей миру внутренний мир болгарской женщины-поэта. Окончив высшие литературные курсы в Москве, в 1968 году она обрела мощный инструмент для диалога с миром – русский язык, который назвала своим вторым родным. В ее стихах зазвучала не только личная, но и гражданская философская лирика, осмысляющая историю, долг человека и вечные вопросы бытия. Вы уделили внимание нашей поэтессе, которая очень и очень любит Ингушетию. И наша дружба с ингушскими писателями, она всегда растет, она всегда то, что заложили Жамалдин Яндиев, Кайсын Кулиев, Базоркин, особенно Саид Чаркиев. Творчество Танзили Зумакуловой – это исповедь сильной и нежной женской души, навсегда соединенной с судьбой своего народа. Истинная поэзия не знает границ и объединяет братские культуры Кавказа. На семинаре, который организован в рамках проекта научно-исследовательского института имени Чаха Ахриева «Литературная гостиная», особые гости – представительные делегации из братской Кабардино-Балкарии. Танзиля Мустафаевна – гордость не только болгарской литературы, но и гордость всей национальной литературы нашей многонациональной России. То, что касается сегодняшнего мероприятия, хотел бы отметить, что такие дружеские мероприятия укрепляют связь между народами и содействуют межнациональному и межконфессиональному согласию в Северокавказском федеральном округе и в целом по России. Танзиля Мустафаевна дружила с классиками ингушской литературы. Ее голос родился среди молчаливых снегов из скал Баксанского ущелья в селении Герхажан. Танзиля появилась на свет 18 июля 1934 года в большой семье, где росла единственной дочерью среди 7 братьев, с детства познав и тяжесть труда, и глубину родственных уз. Она прошла очень трудный жизненный путь. Она знает, что такое трудности, она знает, что такое лечение. Но, тем не менее, она вот и примером своей жизни, и примером своей поэзии призывает оставаться человеком в любом случае. Очень широко известны ее слова. Ни у кого нет жизни запасной. Как век не длинен, не хватает века. И все же люди жертвуют собой, оправдывая звание человека. Именно там, вдали от родных гор, в школьные годы она начала делать первые еще робкие шаги в литературе. Ее поэзия с самых истоков стала не просто словом, а дыханием, стойким, как цветок, пробивающийся сквозь камень. Проект «Литературная гостиная» вновь напомнил всем, что настоящая поэзия вне времени. Амина Зязикова, Султан Магушков, Магаз 24.